У Аллаха, Субхану ва Тааля, самые красивые имена. Говоря «красивые», мы подразумеваем наивысшую степень красоты. Самая совершенная красота, которую только можно представить. Самые красивые имена принадлежат лишь Аллаху, так взывайте к Нему этими именами. Что может быть важнее, чем знать, кто есть Аллах? Первый столб имана — это вера в Аллаха. Кто есть Аллах? Наш единственный источник знания о Нем — это Его имена и атрибуты. У нас нет другого пути узнать, кто есть Аллах. И поэтому богословы отмечают, что знание об Аллахе — это половина таухида, а другая часть — это поклонение Ему. Таким образом, таухид — это знание об Аллахе и поклонение Ему. Это и есть единобожие. Нет Бога, кроме Аллаха. Вы узнаете, кто есть Аллах, а затем поклоняйтесь лишь Ему одному. У Аллаха, Субхану ва Тааля, очень много имен. Очень много. Больше 120 и даже 140. На самом деле мы не знаем точное количество имен Аллаха, Субхану ва Тааля. Все они прекрасны, но есть среди них 99. И если вы запомните все эти 99 имен Аллаха, Субхану ва Тааля, вы их узнаете, запоминаете, понимаете, живете по ним. Вы используете их, обращаясь к Аллаху, Субхану ва Тааля. Он говорит: кто будет делать это, тем будет дарован рай, потому что они познали Аллаха. Все эти имена описывают Аллаха. Поэтому кому они все принадлежат? Аллаху. Бисмилля, именем Аллаха. Все, что делают мусульмане, начинают именем Аллаха. Ар-Рахман, Ар-Рахим. Кого описывают слова Ар-Рахман, Ар-Рахим? Аллаха, Субхану ва Тааля. И поймите, мои дорогие братья и сестры, что знания об именах и атрибутах Аллаха — это самые благородные знания. Нет ничего более священного, более благословенного, чем знание об Аллахе, Субхану ва Тааля. Он повелевает поклоняться Ему через Его прекрасные имена. Но с практической точки зрения мы здесь говорим о том, что верующий посвящает свою жизнь Аллаху, Субхану ва Тааля, через свои знания имен Аллаха. Важность этих имен связана с Аллахом, Субхану ва Тааля, и влияние этих имен на нас, как на верующих, должно быть соответствующим. Скажи: Он Аллах, Ахад, един, Сомад, достаточен. Кого описывают слова Ахад и Самад? Аллаха. Это важно. Это имена, благодаря которым все остальные имена становятся описательными терминами. Они используются для того, чтобы описать Аллаха, Субхану ва Тааля. Аллах приказал нам изучать, кто Он есть. Этот приказ в Коране, что означает «изучай и знай». Этот приказ повторяется в Коране более 20 раз. И если мы взглянем на то, что именно Аллах повелевает знать и узнавать, то увидим, что в большинстве случаев это касается Его прекрасных имен и атрибутов. Знайте, что Аллах такой, знайте, что Аллах такой, знайте, что Он такой. Таким образом, коранический приказ знать главным образом посвящен именам и атрибутам Аллаха. Потому что Аллах хочет, чтобы мы знали, кто Он. Как же мы можем поклоняться Аллаху, если не знаем, кто Он? Как же мы будем любить Аллаха, не зная, кто Он? Как мы будем бояться Его, не зная, кто Он? Как же мы будем надеяться на Аллаха, не зная, кто Он? Как же наш якин, тавакуль, если мы не знаем, кто есть Аллах, Субхану ва Тааля? Вы когда-нибудь размышляли о значении этих имен? Знаете ли вы, что они включают в себя? Проявите хоть немного усердия. Аллах говорит в хадисе, переданном Абу Хурайрой из сборника Сахих аль-Бухари, сказано: «Есть 99 имен Аллаха, выучив которые, человек войдет в рай». Кто выучит их и осознает, тому будет дарован рай.
Это, однако, не означает, что вы войдете в рай, просто выучив их, и в то же время греша и живя в хараме. Нет, вам нужно прикладывать все усилия, чтобы жить по ним. Вот почему знание об Аллахе — это сердцевина нашего имана и единобожия. Ученые отмечают, что нет другого знания, которое бы влияло на рост нашего имана так сильно, как знание об Аллахе, Субхану ва Тааля. Иман увеличивается разными способами: совершение благих дел, чтение Корана, подаяние бедным, поддержка сирот. Все эти действия увеличивают наш иман. Но какой же путь самый быстрый? Что же повышает наш иман до максимума? Наши ученые говорят, ничто не повышает иман больше, чем знание об Аллахе, Субхану ва Тааля. Итак, вне всяких сомнений можно сказать, то, что мы называем знаниями об именах Аллаха и Его атрибутах, является самой важной областью знаний. Если мы стремимся знать Аллаха и поклоняться Ему, это именно то, с чего стоит начать. Никогда, ни в какие времена, ни до появления ислама, ни после, у людей не было божеств-идолов, которых бы называли Аллах. Никогда не называли Аллах. Когда Аллах оповестил ангелов, что собирается сотворить наместника на земле, халифа, ангелы вопрошали о последствиях сотворения человека на земле. Наблюдая последствия сотворения на земле джиннов, они видели испорченность, они видели кровопролитие, они видели зло, исходящее от них. И они обратились к Аллаху. «У тебя же есть мы, поклоняющиеся тебе. Зачем создавать эти существа? Ведь они, скорее всего, тоже будут творить зло». Аллах сказал им, что Он знает то, что им неведомо. И затем Он научил Адама именам всего. И, конечно же, имена, с которых Аллах начал учить Адама, были имена Аллаха. Ведь среди всех имен всего сущего, какие имена самые важные? Из всех существующих самые важные имена, конечно же, это имена Аллаха, Субхану ва Тааля. Задумайтесь, братья и сестры, каждое имя Аллаха несет нам новое знание об Аллахе, которое мы прежде не знали. Когда мы узнаем значение имен المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرؤوف الرحيم и так далее. Каждое из этих имен несет нам новый опыт, новую убежденность, новую любовь, новую надежду. Ничто, кроме знания этих имен и атрибутов, не способно мгновенно повысить нашу любовь к Аллаху, Субхану ва Тааля. И, как я уже говорил, ничто не повышает иман, как знание прекрасных имен и атрибутов Аллаха. Господь небес и земли и того, что меж ними, поклоняйся Ему и будь терпелив в поклонении Ему. Обратите внимание. Знаете ли вы кого-нибудь еще, называющего себя Аллахом? Вот 4 самых любимых Аллахом слова. И неважно, с какого именно вы начинаете. 4 раза Аллах напоминает нам в Коране. 4-жды этот аят встречается в Коране. В 4 местах Корана Аллах говорит эти слова. Аллаху принадлежат самые величественные и совершенные имена. Аль-Асма Аль-Хусна. Я хочу, чтобы вы запомнили эту фразу. Аллах называет свои имена Аль-Асма Аль-Хусна. Слово «Ахсан», как мы знаем, означает «самый совершенный». Хасан означает «хороший», Ахсан означает «самый лучший». Имена Аллаха не просто Хасан, имена Аллаха не просто хорошие, имена Аллаха Ахсан, лучшие.
Нет ничего более величественного, более красивого, более совершенного, более возвышенного, чем имена Аллаха. Аллаху принадлежат самые совершенные, возвышенные и прекрасные имена. Что мы делаем с этими именами? Совершайте дуа Ему, используя эти имена. И, кстати, дуа — это не просто поднятие рук. Один из смыслов дуа — это поклонение. Так что поклоняйтесь Ему, используя эти прекрасные имена. Ключевой момент здесь в том, что понимание первостепенно. Иметь знания. Знания — основа всего. Нам нужно понять их. Поняв их, мы должны предоставить им их права. Какие же права у имен Аллаха? Первое и главное право — то, что мы верим в Аллаха согласно этим именам. Мы те, кто верит в Аллаха в соответствии с Его именами, потому что это указывает нам правильный путь веры в Него. Аллах открыл нам эти имена, в первую очередь для того, чтобы мы поняли, кто Он, чтобы мы не смешивали с Ним Его творения и не путали права, принадлежащие Ему, с правами Его творений. К сожалению, именно это происходит сегодня со многими людьми в различных религиях и верованиях. Люди перепутали Аллаха с Его творениями, перепутали права, принадлежащие Ему, с правами, которыми Он наделил свои творения. Братья и сестры, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что нет никого, кто бы любил быть восхваляемым больше, чем Аллах. Вот почему Он возвеличивает себя. Когда мы хвалим какого-либо человека, то это всегда полуправда, потому что никто из нас не идеален. Но когда восхваляют Аллаха, это восхваление все равно не сможет соответствовать величию Аллаха. Когда я хвалю вас, у вас есть недостатки, о которых я могу не знать, поэтому нельзя чрезмерно восхвалять другого человека. Ни один человек не достоин безоговорочного восхваления. Всегда есть условность. Например, вы добрый человек. Иногда, ведь никто не может быть добрым всегда. Вы вежливый иногда, ведь вы не всегда такой. Никто не может быть восхваляем безусловно и неограниченно, кроме одного, и это Аллах, субхану ва тааля. Поэтому принцип такой — понять эти имена, а затем, самое важное, отдать должное Аллаху в соответствии с Его именами, поступать согласно им, внести их в нашу собственную жизнь, чтобы она отражала Его имена, и чтобы Аллах, субхану ва тааля, был несомненно доволен нами. Дорогие зрители, на сегодня это все. Надеюсь увидеть вас в следующем выпуске нашей программы «Имена Аллаха».